Как почитали, сейчас в Татарстане, как и в соседних регионах, скопились высокие запасы снега. При прогнозе паводковой ситуации на большинстве водоемов максимальный уровень воды ожидается до полуметра выше, чем обычно. Ну вот примерно настолько. И один из таких уровней, близких к опасному, ждут и на Казанке. Еще в столице опасаются за реку Нокса, в Салмачах и местный мост. Всего, по данным МЧС, если события будут развиваться по худшему сценарию, в зону подтопления могут попасть более 200 населенных пунктов, где живут свыше 15 тысяч человек. Паводок данного года мы ожидаем по напряженному сценарию. И мы предложили на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям республики районам в конце марта месяца переходить в режим повышенной готовности. В республике уже создана 15-тысячная группировка спасателей. Ждут, что реки вскроются где-то в начале апреля. Как говорят в гидрометцентре, недавний снегопад успокаивать не должен. В ближайшие дни температура пойдет в плюс и снег сменится на дожди. Вчерашние погодные условия обусловлены были выходом циклона. И в Казани, допустим, выпал осадков 70% отмеченной нормы. И самое максимальное, это вот был район Дрожжанова, там выпала месячная норма. На максимальный усиленный режим работы переходят и экологи. В республике стартует санитарный экологический двухмесячник. Отправиться на поиск и расчистку свалок призывают все организации и граждан. Что найдут, пока неизвестно, но по поводу размытия скотомогильников и отравления водой, как в Дагестане, особого беспокойства нет. Как заявляют, у нас все под контролем. У нас в зону подтопления скотомогильники не попадают. В свое время все скотомогильники были проинвентаризированы. То есть, соответственно, они все на учете. А по качеству воды очень на хорошем уровне ведет работу наши коллеги, это Роспотребнадзор. И, соответственно, и муниципальное образование тоже это все качество отслеживает, так как это в первую очередь здоровье жителей. Отметим, что в минувшем году нашли 1500 свалок, почти все их ликвидировали. Самыми активными борцами с мусором стали Казань, Альметьевский и Сармановский районы. В этом году за уборку обещают премировать все муниципалитеты. Они получат детские игровые площадки. Дмитрий Арин, Александр Лобанов, ТНВ, Казань.